Друзья, мы рады приветствовать вас на канале Якутия-24. Это проект «Испытано на себе». И сегодня мы с вами поговорим о таком очень распространенном явлении, как реклама. Реклама, она окружает нас всюду, практически смотрит на нас и с экранов телевизоров, с экранов наших смартфонов. И, как говорится, реклама – это двигатель прогресса. Ну, а если быть более точным, то сегодня мы познакомимся с такой профессией, как специалист СММ. И рядом со мной сейчас находится Евгения Андросова. Евгения – специалист именно по СММ. Евгения, здравствуйте. Здравствуйте. Расскажите нашим зрителям, что такое СММ, что обозначает эта аббревиатура. SMM это означает, что маркетинг в социальных сетях, да? То есть, получается, маркетинг, он вообще есть общий, и внутри этого есть интернет-маркетинг, и внутри этого еще SMM-маркетинг есть. Вот. Да, ну, получается, что это именно та реклама, которую мы видим на экранах смартфонов, компьютеров, да, то есть с экранов компьютеров, то есть все, что связано именно с социальными сетями. Да, да. И еще хотелось бы отметить, друзья, сегодня мы вот в такой очень уютной обстановке. Дело в том, что специалист СММ – это одна из тех профессий, которой можно заниматься прямо из дома. И поэтому мы сегодня дома, соответственно, в гостях у Евгении Андросовой. Но, Евгения, я, кстати, вижу, что у вас вы не простой специалист, да, то есть я знаю, что многие, кто более-менее разбирается в соцсетях, могут назвать себя специалистом по СММ, например, да, но у вас есть, я вижу, диплом даже, да? Да, есть такое удостоверение государственного образца, да. Этому обучению я посвятила 3 полных месяца, то есть я полностью погрузилась, ни на что не отвлекаясь, потому что там обучали именно очень глубоко. Это я попала в госпрограмму. То есть обучение, получается, оплатило государство. Здорово. Ну, именно наша республика, получается. Даже да. так. Ну, скажите, а вот вообще есть ли разница вот в том, что когда вы пришли, например, с какими знаниями, да, на обучение и после обучения, то есть много ли дало вообще обучение вам как специалисту? Да, конечно, потому что маркетинг – это всегда экономика, это всегда цифры, аналитика, это нужно вникать полностью, очень глубоко в этот процесс. Ну, действительно, да, то есть для нас реклама это не суши-роллы, да, то есть, ну, для нас, как обывателей, да, кажется, что там взял, заснял ролик, да, выложил в сеть. Но об этом мы тоже поговорим сегодня, немного затронем это в нашей передаче, то есть это еще и аналитика, да, то есть большая, то есть подведение итогов и, соответственно, делаются определенные дальнейшие выводы для действий. Ну что, я предлагаю сейчас перейти к практике. Сегодня мне на самом деле немного сложновато, да, то есть это одна из таких профессий, где ты ничего не режешь, не пилишь, да, то есть сваркой не работаешь и так далее. То есть сейчас вместе с Евгенией мы попробуем сделать, наверное, такую рекламную кампанию, скорее всего, да, то есть для какого-то либо продукта, то есть нам нужно еще и помимо того, что сделать рекламу, нам нужно еще придумать, да, какую-то фирму. Ну, какие вообще бывают на вашем опыте вот интересные, может, кейсы фирмы, компании, какие-то интересные, какие-то были вот ходы, да, допустим. Можно поделиться, наверное, может, у нас какая-то идея появится на этой почве. Так, я сразу скажу, да, что SMM это не только вот посты и тексты, да, это не только красивые посты и тексты, и не выбор времени, в какое время публиковать, это гораздо больше, очень много работы за кулисами, очень много, огромная работа, и поэтому, когда вот говорят, что СММ-специалист, люди всегда думают, что это, что там сложного. А у меня племянник хорошо в смартфонах разбирается, да, вот да. Давайте пусть поработает. Ну, а что сложного, да? На самом деле регулярно вести, в этом бывают сложности. Насчет кейсов, да, вообще, когда я начинала СММ-деятельность, да, я начинала штатным СММщиком в коммерческой компании. Потом меня пригласили в Росстат, уже государственная компания, да, государственная служба. Вот там я поработала руководителем пиар-отдела, и после этого уже полностью ушла во фриланс. И то есть, получается, сначала я была СММ-специалистом, такой многоногий, многорук, да, человек-оркестр. Вот там стратегию прописать, аналитику сделать, сторис сделать, посты и так далее, да. И сейчас я работаю именно вот на каждое направление отдельный человек. То есть у меня есть сейчас люди, да.
То есть вы являетесь неким таким начальником, да, получается, Да. у вас уже есть определенный круг Да. подчиненных, можно так сказать, да, то есть ваших сотрудников, между которыми вы распределяете задания. Да. И эти сотрудники, ну, исполнители, да, я их называю, они все находятся в разных городах. не в Еще Якутске. и так. Ну, друзья, вы видите, что насколько можно, да, масштабировать, то есть деятельность специалиста СММ, она не ограничивается городом, Да, да, не да. ограничивается даже, наверное, странами, да? То Ну, есть, конечно, да. в целом можно взять и специалистов и... И клиенты тоже из разных городов, получается, не только в Якутске. Ага. То есть это такая профессия, которая вот очень, как сказать, расширенная, так, ну, в общем, безграничная. Мгм. А что касается кейсов, да, то обычно я работаю в сфере услуг. Мгм. Это может быть медицина, психология, ну и эзотерика, может. О, интересно. Ну что, друзья, давайте перейдем к практике непосредственно, Да. да, и, соответственно, начнем само, так сказать, испытание. Испытаем на себе профессию специалист СММ. Испытано на себе. Мы переместились на рабочее место, по совместительству это кухонный стол и, соответственно, наш мини-офис. Ну что, сейчас Евгения в своей роли, она в роли специалиста СММ, у меня достаточно непростая роль, потому что мне нужно придумать название фирмы. Фирма чем занимается, что продает и что мы хотим рекламировать посредством СММ, да, то есть в социальных сетях. Но есть несколько вариантов, да, я вот не знаю, один такой с рода фантастики, я надеюсь, да, то есть это продажа, например, чистого горного воздуха, например, верхояние, да, то есть мы продаем, изготавливаем, консервируем воздух и поставляем его к пользователям. Но это, наверное, такой немножко с рода фантастики. Бывают какие-то интересные, не знаю, необычные компании, которые что-то предлагают, а вы не можете, допустим, сложно им подобрать рекламную кампанию. Бывает такое? Но на моей практике еще такого не было, чтобы продукт не был понятен. Мгм. Может быть, что-то новое в направлении, но прям, что вот так нет. Мгм. Ага. Но если мы продаем воздух верхояния, то нам нужно определить нашего клиента Мгм. и какую проблему решает. Мгм. И исходя из этого можем дальше делать маркетинговую стратегию в социальных сетях. То есть самый первый шаг — это нужно определить именно для кого, да, именно Да. целевая аудитория, Да, да, получается. Ну, наверное, это люди, которые уехали, да, допустим, на долгий период куда-то из Якутии и немножко ностальгируют, для ностальгии могут приобрести, заказать нашу продукцию. Но действительно, немножко такой необычный, да, продукт. Давайте, может, что-то поприземленнее, например. Мы хотели картошку, да, еще, как вариант, да, продажи картошки, но у Евгении картофеля дома не нашли, но мы нашли яблоки, поэтому давайте продавать яблоки. Ну, Да? давайте брендировать яблоко. Так, ну что, у нас будет герой нашей рекламной кампании будет яблоко, ну и по ходу нашего выпуска мы и определим, разработаем для него маркетинговую стратегию для, соответственно, социальных сетей. Итак, теперь мы знаем, что для того, чтобы начать, нужно определить целевую аудиторию. Целевая аудитория, которая приобретает, соответственно, яблоки. Да. На мой взгляд, это, наверное, люди, которым не хватает витаминов. Это практически все, все якутяне. Яблоко, да, оно вообще продается везде. Мгм. То есть нам нужно определить еще преимущества. Почему именно вот ваши яблоко будут покупать? Почему именно ваши яблоко должны покупать люди? Мгм. Поэтому перед тем, как приступить к разработке стратегии, да, у каждого все индивидуально. Мгм. Я обычно спрашиваю цель вашего ведения, продвижения в социальных сетях. Это, конечно, обычно бывает продажи, но если у вас новый продукт, если вы только начинаете, то это бывает узнаваемость. Мгм. Лояльность, узнаваемость. И мы определяем сначала точку А. Сколько вы сейчас продаете яблок в месяц? Так,
Сейчас мне нужно Килограммов еще можно? больше вжиться в роль. Так, давайте у нас тогда будет, ну, чтобы представить, такая компания маленькая, начинающая. Мы вот решили начать с соцсетей, да, потому что бюджет небольшой. А вообще это заблуждение, что бюджет, допустим, для продвижения в соцсетях, он меньше, чем, например, в других средствах массовой информации. Нет. Нет, бюджет, он может быть вообще разным. Мгм. Хоть вообще до бесконечности. Мгм. Просто зависит от... Если мои клиенты сидят в социальных сетях, то, конечно, обычно клиент больше вкладывает в социальных сетях. А Мгм. есть такие ниши, которым не нужно там СМИ рекламироваться, допустим. Мгм. И они только в этих социальных сетях. Не рекламируются СМИ, потому что у них там нет целевой аудитории, их целевой аудитории. Мгм. Вот поэтому именно от целевой аудитории все зависит. Ага, хорошо. Значит, ну, в любом случае у нас целевая аудитория есть в социальных сетях, все едят яблоки, да, в той или иной мере. У нас маленькая компания, и давайте мы выращиваем яблоки в Якутске. Давайте. Вот так вот сделаем, да, то есть в зимних условиях, то есть под очень мощным контролем. Преимущество наше в том, что мы выращиваем свои яблоки. Мгм. И нам, соответственно, нужно определить цель, да? Да. Точка А, это что вы говорили? Точка А – это сколько яблок вы Продается продаете в сейчас. месяц, да, на данный момент. До обращения к нашим услугам, Мгм. СММ-услугам. Так, давайте 100 килограмм в день надо? Можно в месяц? Месяц. Можно, Давайте конечно, в месяц. там... 100 да. килограмм в день это слишком для маленького бизнеса. 100 килограмм в месяц. Хорошо. А сколько хотите продавать? Потому что вот точка Б обязательно мы определяем, потому что чтобы Мгм. понимать, достигли ли мы результатов, используя социальные сети. Мгм. Так, цель. Именно точка Б – это сколько килограмм хотите продавать в месяц именно через социальные сети. Мгм. Ага. Посредством социальных сетей. Да. То есть 100 килограмм в месяц, это, допустим, мы просто среди знакомых, допустим, да, клич Да. пустили, Мгм. знают, люди наши там Мгм. покупают. А именно с подключением, после рекламной кампании в соцсетях, Да. желание, да? И мы это все сравниваем после того, как все проводим, а потом сравниваем, достигли мы этого результата или Давайте нет. 500 килограмм хочу продавать. 500 только через цену. Полтонны Хорошо. в месяц. Вот так. Мгм. Такие мои пожелания. Хорошо. Мгм. Так, сколько, опыт какой? Так, ну давайте так. Опыт именно в продажах. Нет, яблоки. Сколько продаете? Срок какой? То есть, С какого Да. момента стали продавать? да. Ну, сначала выращивал для себя, значит, для семьи. Вот, на подоконнике все это начиналось. Это было 5 лет назад. Ну, а где-то года 3 назад я начал уже, подоконник уже не выдерживал, поэтому раздавал сначала родственникам, друзьям, ну, а потом немножко стал и продавать. Так дошли до 100 килограмм в месяц. А для кого мы продаем? Тут определяем целевую аудиторию, да. Конечно, все покупают, да, Мгм. но нам все равно важно сегментировать нашу целевую аудиторию, Поточнее, да? да, чтобы нажимать на их боли, чтобы они покупали. Так, давайте, значит, это... Так как яблоки, я бы не сказал, что они по цене, они достаточно высокие, да, то есть выходят, да, по себестоимости. Это там не китайские яблоки, да. Поэтому, думаю, можно нацелиться на людей, которые... Возраст, да, надо еще определить? Да. Возраст. Давайте старше 30. Старше 30 лет люди могут позволить наши яблоки. И до, там бесконечности, да? Или так нельзя? 45, 50? Да, разделять нужно. Давайте 50. От Так. 30 до 50. И так, в основном кто? Ну, женщины. Женщины, наверное, да, домохозяйки, женщины. Для детей, соответственно, приобретают домохозяйки, мамы. И люди, которые следят за здоровьем, да? То есть, может быть, спортсменов добавим? Да, спортсмены. Это уже другая категория получается. Мгм. То есть 2 категории у нас. Тут еще можно посмотреть направление B2B. То есть B2B. вы можете продавать там в садике. У вас есть такое направление? Так.
Ну, хотелось бы, да, масштабироваться до таких объемов. То есть для детей детские сады, да? Да. Давайте добавим. Потому что яблоки вкусные, полезные. Цель такая, конечно, всегда продажи, да, цель, Мгм. как бы социальная. Все хотят, если бизнес продвигается в социальных сетях, то, конечно, все хотят продавать, увеличение продажи, да. Но тут мы заходим именно внутри вот этого социальных сетей, да, Мгм. и как ставим первоочередную цель, да. Мгм. Все-таки, если вы только начинаете, то, скорее всего, вы хотите, чтобы вас узнавали. Мгм. Чтобы у вас купить, нужна был бренд. узнаваемость. Да. Мгм. Так, точку А, точку Б определили. Ага, ну тут. Так. И мы ставим цели, и потом под эту цель ставим подцели. Мгм. И под каждую цель мы ставим задачи. Что для этого мы делаем? Мгм. Название какое у вас? Так, название яблочек, да? Так, давайте придумаем вместе. Давайте. Ну, так как это в Якутске, что такое яблоки на снегу, типа что-то такое. Яблоки на снегу, прям петь хочется. Так, ну, яблоки и Якутск, Якутия с одной буквой Я, да? Можно ли как-то обыграть? Так. Нет, что-то фантазии у меня. Ну, давайте остановимся на яблоке на снегу. Давайте. По-моему, неплохой вариант. Яблоки на снегу. Сам- Если что, дальше еще в процессе, Да. может быть, что-нибудь поменяем. Самый примитивный, можно сказать, яблоки ИКТ. Яблоки, как это? Якутские яблочки. Аватар, ну тут обычно логотип компании, либо же фотография владельца. Ага, ваши фотографии можно, но Мгм. для этого нужен, конечно, личный бренд. Почему фотография человека, да, потому что все равно человек продает через человека. Человек продает человеку. То есть Мгм. человек покупает у человека. Ну, кстати, это, наверное, еще с древних времен идет, наверное, когда... Я не думаю, что реклама была сразу в таком виде, да? Там, Да. тогда еще, когда люди, наверное, и печатать не могли, и письменности, скорее всего, не было, да? То есть, но друг другу из уст в уста, да? Да, То есть да. личным своим авторитетом, брендом рассказывали другим людям о том, что вот в соседнем селе там продают классные вещи, делают. Вот, допустим, если так примеры, да, то KFC, допустим, Мгм. там же человек прямо в логотипе, А, да? мгм. То есть желательно вообще, чтобы для продвижения любого бренда, желательно, чтобы на постере был человек. Да, но сделать так, чтобы личный бренд, ну как сказать, продажи не были завязаны на личном бренде. Мгм. То есть, немножко чтобы отдельно. личный бренд владельца и бренд компании, он как бы существовал отдельно. То Но есть все равно несколько. как бы были ассоциации просто. Хорошо. Ну, мы, наверное, к этому вернемся. Мы еще сегодня сделаем, наверное, пару-тройку каких-нибудь социальных макетов, да, для соцсетей. Да. Ну, в том числе и сделаем вот, я уже аватар придумал, я с яблоком буду сидеть. Так, будет такая фотография. Так. Мы выбираем цвет визуала. Мгм. Какой цвет будет? Так, а давайте я возьму яблочко сейчас. Да. Так. Вот. Этот наш. Так, ну давайте. А если будет красновато-желтый, то будет сливаться с самими яблоками. Это нехорошо или в принципе приемлемо? Ну, может, другой оттенок. Другой оттенок. Ну, обычно вот А давайте белый. У нас же яблоки на снегу. Пусть будет белый цвет и красный. ну, в этом моменте обычно дизайнер отправляет бриф для Ага. клиента, да, и Ага. он там все Мгм. отвечает на вопросы. Ну, это намного расширено, мы сейчас просто То есть укоротим. вообще вот на этом этапе у вас, наверное, есть, да, тоже специалисты Да, по да. дизайну. То есть вот, друзья, да, Евгения рассказывала о том, что как бы когда делегирует полномочия, то есть вот в этом моменте уже подключается еще сотрудник, то есть это дизайнер, который работает, разрабатывает, как это называется там,
брендбук, да? Да, Брендбук. брендбук. То есть там расписаны все цвета. Вот, допустим, вы смотрите на улицах, да, вот бренды, например, федеральные, российские. Это не просто так там цвета такие, они прямо по всей России одинаковые, да? Да. То есть, и не дай бог, вы там рекламщики влево-вправо цвет перепутают или, ну, поменяют, то есть это неприемлемо. Под целевую аудиторию даже выбирает. А, даже так? Да. Ну, пусть будет у нас, я вот вижу, что на белом столе лежит красное яблоко, будет красный и белый цвет. Хорошо. Ну, это так, ага. Словно. Так, преимущества мы... Преимущество, значит, натуральность. Ну, чтобы было понятно, что здесь яблоки, и что здесь, что в Якутске продаются, допустим. То есть это в поисковике человек забивает и находит именно нашу компанию. Да. Шапку профиля мы заполняем после анализа клиента. То есть мы опрашиваем всех клиентов, ну не всех, там какое-то количество, да, почему они купили, почему нравится. И самое главное, нужно обратить внимание на LTV. LTV это жизненный цикл клиента. Вот конкретно вот этот клиент, сколько денег будет вам приносить за все время. То есть надо, чтобы не просто один раз продал и все, да, нужно, чтобы этот клиент постоянно возвращался. Лояльный клиент Да, стал лояльный и клиент. приходил еще, да? Потому что постоянному клиенту продать намного легче, чем новому. И чтобы какие-то там бонусы придумать. Я даже знаю слово, по-моему, подогретый, да? Правильно, нет? Или разогретый клиент? Или это Теплый. другое? Теплый. Теплый. Ну, теплый это когда он уже готов купить. Ага. Горячий это уже он покупает. Ага. А холодный это совсем новый, ему еще надо. Его надо подогреть. Да, подогреть надо. Все очень просто. Холодный клиент приходит, подогревается и становится теплым, потом уже горячим и приобретает ваш продукт. И тут Хорошо. шапки профиля мы сначала определяем, ну вот я сказала, анализ клиента, да, делаем портрет клиента, вот такой, да, возраст, семейное положение, дети есть, нет, ну, допустим, нам нужны, чтобы дети это есть, да, описание второй половины. Ну, То есть это уже, это заполняется на каждого клиента или это это вот общий портрет. портрет человека Да, прям пишется? портрет, да. Очень Страхи его даже, его боли, на что он тратит деньги и какой у него доход. И после этого мы уже пишем шапку профиля. То есть я правильно понял, что помимо того, что я думал раньше как, определили целевую аудиторию, там, мужчины от 30 лет, например, да, и все. А для этого еще нужно придумать имя, чем занимается, и вот это все расписать. Практически личность должна, да, разработать. Да. И этот портрет клиента, он, конечно, потом заполняется, потом это сегментируется, разные же все равно клиенты будут. Вот так. И это нужно для того, чтобы разработать эффективную рекламную кампанию. Да, чтобы все это было эффективно. Это, конечно, работа не одного дня. Да, друзья, хотелось бы отметить, что наша программа имеет рамки 40 минут, да, но тем не менее мы с Евгением постараемся вкратце, да, но тем не менее емко и интересно вам обо всем рассказать. То есть в целом сейчас вот эта вся работа, она занимает не один даже день, наверное, да, получается? Да, где-то неделю. Около недели только подготовка. Неделя-полтора, да. Тут еще нужна вкладка реклама, то есть помимо того, чтобы просто заполнить вот этот контент-план, да, нам нужно делать платную рекламу. Это блогеры, да, у которых схожая целевая аудитория вот с вашей, да, это таргет, да, то есть нужно вкладываться не только за работу вот СММщика, да, но и плюс должен быть рекламный бюджет. Вы определяете рекламный бюджет в месяц вот такой, и мы это, получается, распределяем по блогерам, по таргету и паблики и так далее. Есть клиенты, знаете, что такие, что без блогеров, без таргетов, только на контенте можно продавать. Такие клиенты есть. Контент имеете в виду какой-то такой креативный, да? То есть что цепляет. То, что в месяц выходит там 12 постов, допустим. Это когда личный бренд того, кто это делает, владельца, да, если он очень сильно прокачан, он сам блогер, допустим, да, вот тогда бывает, что блогеры таргет не нужно.
Ага. Но это как бы, да, То есть он сам является тем человеком, Да. который доносит до своей аудитории, до горячей аудитории свою продукцию. тем не менее, блогеры, ну, платная реклама, да, это все равно это необходимая реклама. И главное, вот это, допустим, если платную рекламу заказываем, то это нужно постоянно делать. Это не тот случай, когда вот один раз делай и ждешь, да? Это нужно постоянно, разные, постоянно вот делать, гипотезы. Маркетинг это обычно про гипотезы. Работает, не работает. Для кого-то работает, для кого-то не работает. Поэтому такой подход всегда индивидуальный. То есть заказчик должен рассчитывать, что ежемесячно будет выдавать, допустим, какой-то бюджет определенный именно на разных блогеров. Да, в том числе, да. Потому что, чтобы продать вот холодному клиенту, да, нужно к нему касаться 7 раз. 7 раз? Да. А это правило прям такое? Ну, То это есть- негласное правило. То есть увидел, например, чей-то пост, Да. что-то отложилось, яблочко, да? Да. Увидел, как кто-то из блогеров яблочко Ага. ест, Потом таргет увидел. потом таргет Потом тут подключается уже общий маркетинг, увидел там баннер. на баннере. Потом Ага. на телевидении увидел. Ага. То вот И так вот- вот это все. Если владелец подходит комплексно, Мгм. не только социальные сети, да, Мгм. но вообще такой комплексно, то тогда результат еще мощнее будет. Мгм. То есть запомните, друзья, 7 раз. Если вы решили что-то купить, например, да, определенное, то вот никогда об этом не думали, значит, до вас 7 раз докоснулась рекламная кампания. Да, но это зависит тоже от человека. Мгм. Бывает такое, что, покупаю, ну, когда человек быстро решается, да, Мгм. то он, конечно, там сразу покупает, да, а Мгм. когда ему нужно там сомнения постоянно возникает, то и вот такому клиенту, да. Мгм. Ну, потом он будет у вас постоянно покупать. Хорошо. Мы определили, значит, медиаплан, например, Мгм. я так понимаю, если 12 выходов, оптимально, да, то есть Да. это 3 раза в неделю. Да, 3 раза в Понедельник, неделю. среда, пятница. Мгм. Это те дни, когда я планирую ходить в спортзал, но не всегда получается. Только понедельник, среда, пятница. Вот, Хорошо. и СММ, он как спорт, как Мгм. спортзал. То есть, когда занимаешься спортом, человек вот подтянут, да, Мгм. и ему нужно постоянно этим заниматься, чтобы постоянно ходить. Если Нельзя он пропускать. пропустит, то как бы уже Всё, уже эффективности повалится. нет. Ага. И тут не тренер виноват, А сам да, клиент. да, это человек. ответственность все равно, да. Мгм. Хорошо. Так, после определения медиаплана, какой следующий шаг? Следующий шаг мы даем задание дизайнеру, если посты, тексты копирайтеру, ТЗ для сторисмейкеру и видеограф, да? Ну, Мгм. рилсмейкер называется. Мгм. И сейчас давайте мы будем снимать ролик. Да. Испытано на себе. Друзья, ну что, сейчас я переквалифицировался из заказчика, да, соответственно, в одно из участников SMM вот этой программы. Допустим, Евгения, она как мой начальник, и я как дизайнер или там видеограф, Да. который получил задание. Правильно? Значит, мне сказали, что нужно порекламировать яблоки, преимущества, соответственно, у Мой нас в том числе, да, из нюансов то, что, ну, понятно, витамины, вкусно и полезно, еще и моет перед, перед продажей. Яблоки моются, и плюс еще нужно сделать аватар, да? Аватар. Да. Давайте аватар прямо сейчас сделаем. Аватар это получается личный бренд. Как? Да. Как сделать на Так, фоне? на фоне. На любом, где Может, посветлее. на этом белом? Давайте на этом. Значит, у меня будет в руках яблоко. Я как хозяин этой Так, фирмы. нужно это пониже чуть-чуть, там часы видно. Так, Ага, давайте что сяду. Ага, вот так. Нет, тут тут нам нужно Сюда? подвинуться, да. Ага. Так. Надо так делать? Ну, давайте так. Давайте. Типа классные яблоки. Ага. Раз, два. Все. Есть. Да. Аватар уже готов. Ага. Такой аватар будет. О, я бы купил. Ну, вы сами понимаете, друзья, что это все у нас в порядке такого, как бы, полушуточным, импровизированным, да, то есть все вот эти процессы,
мы делаем, который, наверное, уходит несколько дней, да, мы делаем прямо сейчас. Вот. Ну, в том числе такое, конечно, фотографии нужно делать в фотостудии, да, то есть Да, на да. профессиональном оборудовании. Так, значит, аватар у нас готов. Аватар. Далее нам нужны видео, да? Да, видео для рилса. Ну, вообще, в целом у нас яблоки на снегу. Давайте, может быть, вообще вот так поставим. И как-то... Можно же просто показать товар, да, например, яблоко наше, и просто что-то надпись, да, там, Да, компании. можно. Так. Не очень видно, но что поделать. Вспоминаются эти разные ролики, где вот так вот хотел себя попробовать. Ну, картинка нормальная. Надо же действительно показать, что нашу продукцию едят, да? Ага, То есть да. употребляют. И, может быть, это обыграть еще какими-нибудь словами. Типа так, Слоган, надо да. девиз, да, слоган придумать. Ага. Яблоки на снегу. Для вашего стола. Это все, что я могу придумать. Так, яблоки на снегу для вашего стола. Запах, как в детстве. А, Что такое? Ну что, мы же выбрали как от 30 лет мгм, или от 35. мгм. Но это мы же помним, что в нашем детстве яблоки, они Запах, вообще душистый по-другому. запах детства, да? Да, что-то такое. Мгм, Чтобы они покупали для своих детей. Ну, мгм, то есть давать вот эти ощущения. мгм. Так, это должно быть коротко. Вообще оптимальный размер для вот такого для соцсетей, чтобы человек мог воспринять. Сколько вот, ну, наверное, в секундах, да, измеряется? Да. Не поставишь же получасовой Ну да. какой-нибудь, Ну, 15. 15 15 секунд, секунд. да, надо не больше. не больше. Ну, потому что с каждым разом, с каждым годом, да, Мгм. у людей вот память, так скажем, да, она только первые 8 секунд они запоминают, если интересно, то дальше смотрят. Мгм, мгм, Ну, такое же правило на телевидении. мгм. Хорошо. Так, давайте такой ролик, значит, я на этом фоне, да, стою, подкидываю яблоко, съедаю и говорю, вкусно, как в детстве, да? Такого? Вкусно, как в детстве, да? Ага. Ну, да, Пойдет. ага, чтобы это... Так. Мы сейчас... Обычно это долго придумывается, но мы тут это... Мы просто, обычно это где-то, наверное, штук 20-30 вариантов, Ну, которые конечно, потом конечно. обсуждаются, а мы тут просто сразу, что в голову пришло. Так, снимайте. Сейчас, раз, два, три. Я его подкину и съем. Мгм. Вкусно, как в детстве. Реально вкусное яблоко. Так, Ага, ну всё. что, контент у нас готов, значит, фотографии есть, видео сейчас смонтируем и затем перейдем уже к следующему этапу, а это у нас получается размещение, да? Да. Испытано на себе. Вкусно, как в детстве. И там какой-нибудь слоган. Слоган, давайте какой-нибудь. Яблоки на снегу, да? Название нашей компании вообще. Призыв к действию можно. Нужно сказать именно посыл такой, что купили, да? Да. Ух, вот она работа пошла, да? То есть сложно вот прямо в течение нескольких там минут придумать. Но давайте какое-нибудь такое. Может быть, так и напишем «Купи и съешь». Ну, да. Конечно, Просто, мы ну, более дотошно подходим, да, да. но так как мы тут, как в целом, В целом, поверхностно. да, галопом по Европам. Да, да, да. купи И беленьким и съешь. Типа такого.
простой призыв, купи и съешь. Все. Так, один рилс у нас готов. Давайте сейчас быстренько посмотрим, что у нас еще есть. У нас вся музыка будет одинаковая. Ну, как продолжение. Ну да, в целом, да. То есть, в принципе, чтобы, кстати, да, рекламная кампания, например, она идет и в музыкальный ряд, можно выбрать одну определенную композицию, в которой мы будем, соответственно, работать. Так, ну что, и последний, да, у нас оставшийся сюжет с яблоком. В принципе, у нас, давайте посмотрим. Мы тут показываем товар лицом, соответственно, со всех сторон, слева, справа, и наши рекламные плакаты. Купи и съешь. Все. Так, далее, что мы делаем после этого? То есть у нас готовый материал, Да. есть фотография, есть ролики несколько, reels, stories, и уже можем приступать, наверное. Да, мы уже публикуем, Мгм. потом через неделю смотрим на реакции, Мгм. определяем вовлеченность и сколько будет сколько продалось. Ну, после этого, конечно, там все таргет, Мгм. блогеры и все остальное. И после этого уже аналитика идет. Вкусно, как в детстве. Испытано на себе. Ну так, подводим итог, да, давайте, то, что я усвоил. Значит, я как владелец фирмы прихожу к специалисту СММ, либо, ну, как руководитель, ну, специалист отдела маркетинга, например. Мне нужно рассказать о своей фирме, да, какая у нас целевая аудитория, нужно уже определиться вместе со специалистом, именно по соцсетям, да, кого мы хотим как бы подцепить, да, то есть сделать своим клиентом. Далее для меня было открытием, что делается целый портрет, то есть вплоть до имя, да, биография того человека, вот не просто целевая аудитория, да, то есть, а это мы берем из аудитории одного человека, вот, да, даже несколько, и составляем некий портрет, вот, кто он, вплоть до биографии. Так, далее у нас делаются все выкладки по поводу продукции, какие преимущества, что мы можем показать, какие сильные стороны. С нашими яблоками это то, что мы их моем, да, каждое яблоко по отдельности, и плюс это, по-моему, даже перекрывает тот факт, что мы ее выращиваем здесь, да, допустим, в домашних условиях. Вот. В целом, это как вариант покупать обычные китайские яблоки, их мыть и говорить, что мы уже для вас все помыли. Да. Упаковывать в отдельные пакетики. Но в целом, раньше, наверное, смеялись над тем, что как можно колбасу нарезанную продавать, да, теперь уже везде продают и хлеб тоже. И хлеб. Да, так что бизнес может быть любым. Вот. И после этого дается задание уже фотографам, креативной группе, оператор, видеограф, дизайнер. Все это создается некий такой бренд-бук, да, то есть определяются цвета. Все это согласуется, да, непосредственно с руководством, с руководителем, ну, компании, и уже идет работа, подготавливаются в течение нескольких дней все материалы. И согласно медиаплану, да, который мы создали, да, то есть, ну, мы определили по 3 поста в неделю, грубо говоря, это в одной соцсети, да, там соцсетей может быть много. Да. Плюс работа с блогерами, это тоже отдельно, да, например, принесли блогеру яблоки, он покушал, рассказал свои впечатления, и это уже тоже своего рода реклама, да, причем, наверное, даже достаточно эффективнее, да, чем обычный вот, сторис или рилс, который мы сделали. Вот. И это еще не все. После этого, после того, как пройдет вся рекламная кампания, проводится полностью анализ. Насколько это было эффективно? Да, если мы, например, продавали 100 килограмм, я прихожу, говорю, что это у вас, я хотел 500 продавать, да, а продаю по 300, да, ну, чуть-чуть прирост есть, да, 200 килограмм в месяц, но, тем не менее,
не то, что хотел. Тогда Ну, в этом случае тут что делать? момент, Момент? да, Ага. потому что уже тут нужно анализировать отдел продаж тоже. Мгм. Вдруг там, может, косяк там именно находится. То есть Тут- может быть так, что отдел продаж не был готов к такому возросшему Да, объему да, и может, просто нагрубили. выше 300 килограмм не может уже продавать, да? Да. Тоже очень такой важный нюанс. Вот, ну, Евгения, достаточно интересно, я сегодня для себя очень много почерпнул. Для меня раньше это было СММ, это нарисовать пост, выставить, договориться с блогером, да, там, ну, я тоже, да, как бы был иногда участником, допустим, там, суши или что-то там, пиццу, да, прорекламировать, ну, всегда, как бы, бывает такое, да. Вот, но в целом это гораздо, конечно же, как и в принципе любая профессия, также и профессия специалиста СММ, это очень такое глубокая, да, то есть глубокая деятельность, и она не имеет, я бы сказал, границ. Как и сказала Евгения, вот несмотря на то, что мы сегодня находимся у нее в домашнем офисе, еще параллельно вместе с нами ее сотрудники, которые находятся в других городах, работают, да, выполняют задания, и все вот это вот реклама, как говорится, двигатель прогресса, она движется вперед и помогает бизнесменам, людям, да, продавцам найти своих покупателей. Ну, Евгения, вам большое спасибо, желаем вам успехов в вашем деле, ну и, конечно же, хороших, довольных клиентов. Спасибо, вам тоже спасибо. Спасибо. Но это был проект «Испытан на себе» на канале Якутия-24. До новых встреч. Испытано на себе. Ну и обещанный по скриптум. Сейчас рядом со мной находится Анна Ермолаева, также специалист по СММ. И с ней мы пообщаемся по поводу ее истории, да, как она пришла в эту профессию, и она расскажет вам про себя. Анна, пожалуйста. Всем привет, мне 17 лет, меня зовут Аня, я СММ-специалист. Я пришла в эту сферу не просто так. В 15 лет я открыла свой онлайн-магазин, и для его продвижения я купила обучение по СММ, прошла его и начала двигаться в этой сфере, так как она мне очень понравилась. И в данной сфере я уже 1,5 года, я уже имею свою команду из 3 человек, и за моей спиной более 10 ниш. То есть вы сразу пришли в эту профессию и решили ее масштабировать. То есть обычно же люди как бы сами по себе как бы работают, да, то есть один человек, один специалист, и это сложно вообще? Ну, поначалу я работала одна, так как для меня более интересна работа с анализами, статистиками и общением с клиентами. Я нашла сначала одну помощницу, потом нашла еще 2 помощниц, и сейчас моя команда состоит из 3 человек, не включая меня. Вот. Держать свою команду — это несложно, даже очень интересно, так как девочки также обучаются вместе со мной. Опыт, навык — это всегда очень хорошо, и данная сфера мне очень нравится. Анна, но будет ли считаться это коммерческой тайной или нет? Можете ли вы нам рассказать, сколько вот может, лично вам, допустим, приносит ваша деятельность в плане специалиста СММ? Чистыми деньгами в месяц больше 60 тысяч. То есть это после вычета всех расходов по команде и так далее? Да, все верно. Ну, друзья, как видите, работа специалистом СММ достаточно интересная, творческая, креативная работа, да. Если вам нравится такая деятельность, то она еще и приносит неплохие доходы. Ну, Анна, может быть, какие-то ближайшие планы и ваши пожелания начинающим СММ-специалистам? Ближайшие планы на этот месяц — это запуск своего обучения по СММ. И мой совет молодым ребятам, которые только зашли на нишу СММ, это как можно больше обучаться и набивайте руку на более высоких клиентов. Ну что, друзья, как видите, советы достаточно простые, то есть, как и в любом деле, нужно постоянно развиваться, как говорится, век живи, век учись. Не забывайте, что реклама — это двигатель прогресса. Ну и если вы выбрали для себя эту деятельность, то желаем вам успехов. И я думаю, что вы станете такими же интересными, замечательными специалистами, как и гости нашей сегодняшней передачи. Поэтому это был проект «Испытан на себе». Благодарим Анну за интересный рассказ. Ну и, конечно, желаем всем успехов и до новых встреч в эфире. Всем пока! Испытано на себе.